Если посмотреть на статистику рождаемости с 2014 по 2019 годы, показатели снижаются примерно с 2000 до 1300 человек. В любой стране это влечет за собой социальные, демографические и другие проблемы. Какая связь между наукой и рождаемостью? Как в этих вопросах продвинулась медицина? Об этом мы сегодня поговорим в программе «Пациент». Все процессы, связанные с улучшением деторождаемости, с увеличением деторождаемости, они в итоге где-то все равно упираются в медицинские проблемы. Для нас очень важно, чтобы дети рождались в полноценных здоровых семьях, а не просто увеличивалось количество людей, как популяции. Те женщины, которые едут на территорию Российской Федерации, выезжают для родовспоможения, эти дети вот в эти цифры не попадают. Эти дети потом выявляются, когда они идут в детские сады и в школы. Прежде всего нужно обратиться к тому, что нас беспокоит. Мы исходим из чего? Мы исходим из того, что заповедь «плодитесь и размножайтесь» Адам и Ева, то есть первая семья, получили в раю. И, как мы знаем, сам Господь Иисус Христос своим присутствием осветил брак, лично присутствуя на нем в Кане Галилейской, и предание говорит, что это было связано с апостолом Авхазией Симоном Канонитом. Самое главное – это то, что благодаря достижениям науки и медицины у многих появилась возможность обрести радость материнства и отцовства. Таких семей немало даже среди наших знакомых, но по понятным причинам мало кто готов об этом открыто рассказывать. Стереотипы, о которых мы уже говорили, заставляют людей оградить семью, а главное ребенка, от лишних разговоров на улице. Поэтому историю женщины, которой судьба и наука вместе подарили ребенка, мы расскажем анонимно. Счастье. Этим словом можно характеризовать мое настоящее. С появлением детей, как ни пафосно это будет звучать, моя жизнь приобрела смысл. Трудиться, работать, достигать чего-то, строить. Все это ради них. Это все понять тем, кто с проблемами не сталкивался, очень сложно. Ты понимаешь, что жизнь идет вперед. Ты не молодеешь, и каждый человек задумывается, для чего я живу, что дальше, как встретить старость в конце концов, как не остаться одному. В какой-то момент дети стали моей навязчивой идеей. Я могла бы отдать за это многое. И муж, и я, мы об этом мечтали, дали даже обет, но какой я говорить не хотела. Конечно, женщина, которая, выйдя замуж, не достигла вот этого вот результата, то есть которая не смогла принести в дом своего мужа, в свой дом радость, вот это вот материнство, детский смех и так далее, это, конечно, поломанные судьбы практически. У этих людей это доминанта, единственная доминанта, вот как забеременеть, как родить ребенка. Вот в этом плане, конечно, мы можем оказать большую помощь моральную, психологическую, медицинскую. Потому что вы прекрасно знаете, что с 70-х годов активно развивается вот эта наука, репродуктология. И в 1978 году в результате работы многих мировых ученых, в том числе и российских, в 1978 году была рождена первая девочка. Девочка эта совершенно здорова, она уже давно сама мама. В 1980 году был рожден первый ребенок, тоже девочка в Москве, в центре имени Кулакова. Вот. И эта девочка тоже уже взрослая женщина, которая уже давно вышла замуж, у нее уже своих 2 детей, рожденных, кстати, без применения высоких репродуктивных технологий. К репродуктивной медицине отношусь положительно. Создана семья. Естественно, они хотят ребенка. Но по состоянию здоровья, если у них не рождается ребенок, конечно, они обращаются к медицине. Конечно же, желательно, чтобы государство помогало. Если даже не в полной мере,
не в полной мере, хотя бы половину сумму, то, что должны потратить молодые супруги, они могли бы помогать государству. А касаемо репродуктивной медицины, конечно, я отношусь положительно. Наша война, которая была в 1992-1993 годах, нанесла большой урон. И как генофонду Абхазии, так и здоровью тоже. Как и мужскому населению, так и женскому населению. Те мужчины, которые воевали, они потеряли свое здоровье. Но то же самое и женщины тоже. Женщины, как вы знаете, была у нас граница закрыта, была территория, наша республика была закрыта. Они взяли на свои плечи, возложили для содержания семей. Естественно, это тоже урон складывается на здоровье. Та женщина, которая не воспроизвела на свет ребенка, которая работала, то есть она все тяжести судьбы перенесла, она воспроизводит ребенка, но этот ребенок уже немного нездоров. Естественно, этот ребенок растет и вступает в брак, у него уже есть некие отклонения в здоровье, которые внешне не проявляются, а внутренне проявляются. Православная церковь на своих соборах и с точки зрения нашей традиции, рассмотрев этот вопрос, не нашла в ней ничего противоречащего моральной этике христианина, за исключением некоторых случаев. То есть, если речь идет об искусственном оплодотворении в рамках семьи, то есть, когда донором является отец или муж, да, и в дальнейшем вынашивать ребенка будет мать, то здесь вот, инвитро, да, вот то, что это происходит вне, при помощи достижений медицинской техники, церковь в этом не усматривает никаких проблем. И мы крестим этих детей, и мы заботимся и причащаем их, и они становятся чадами церкви, и мы ничего в этом предосудительного не видим, то есть церковь осветила. Есть еще тот, при котором берут некоторое количество, да, необходимых биологического материала, да, и создается таким образом некоторое количество зародышей. Подсаживаются к матери наиболее, с точки зрения медиков, жизнеспособные, а все остальные подвергаются заморозке и в дальнейшем могут быть уничтожены. Вот на этом этапе у нас возникли вопросы, потому что мы говорим о формировании личности не тогда, когда личность может себя проявить посредством сформированного тела, а вот на самом раннем этапе, то есть еще на этапе деления клеток. И естественно, что церковь выступила предупреждение, что вот экстракорпоральное оплодотворение благословляется за исключением того, чтобы вот уничтожались как бы оставшиеся материал. Ну, это, конечно, сложно так называть, да, но это зародыши людей, которые в дальнейшем могут быть полноценно, да, вот, развиться. По данным ВОЗ, частота бесплодия в мире составляет около 15%. Примерно такие же показатели у нас в Абхазии. Но если, к примеру, в России эти процедуры осуществляются за счет государства, то в нашей стране это бремя полностью ложится на граждан. При нашем небольшом населении, еще 20% населения, то есть 20% супружеских пар страдают бесплодием. Почти 20. 18, 19, 20. Это мировая статистика. И, к сожалению, у нас это все так же актуально, как во всем мире. Вот. Я уже не говорю о том, что огромная часть населения нашей не вступает в брак, и, соответственно, значит, опять же, выпадает из процессов деторождения. У нас, к сожалению, вы знаете, что если женщина не вступила в брак, то это практически равнозначно тому, что у нее детей не будет. Это вообще, наверное, самый сложный вопрос для наших людей. Мы, конечно же, жители Кавказа, у нас все это гораздо сложнее. У нас гораздо сложнее семью убедить в том, что необходимо каждому человеку оставить свое продолжение на этой земле. Очень приветствуем тех женщин, которые в таком зрелом возрасте решаются на то, чтобы прибегнуть к высоким репродуктивным технологиям и родить себе
детей. Иногда это бывает один ребенок, иногда это бывает даже двое детей. В 2011, 2012, 2013 годах у нас была какая-то программа в Минздраве, которая какие-то деньги выделяли и отправляли людей на получение этой высокотехнологичной помощи. Вот. Но, к сожалению, потом программа закрылась из-за недостатка финансирования, и уже люди были вынуждены ездить за свой счет. За редким исключением, когда Минздрав там по собственному усмотрению выделял какие-то деньги отдельным категориям. Очень много людей обращались именно в наш стационар, к нашим докторам. И мы активно занимались этой темой, то есть мы выезжали на обучение именно этой темы, потому что когда мы учились в институте, еще так активно не была развита эта проблема. Сейчас же очень многого достигла медицина, и поэтому определенное время вот в нашей жизни мы уделили этой проблеме. Где-то я лично активно начала заниматься этой темой где-то с 2008-2009 года. И во всяком случае вот это решение, пути решения этих проблем нам открылись. К сожалению, не имеем возможности здесь, в Абхазии, открыть такую лабораторию ЭКО. Это не имеет смысла, я считаю, понимаете? На такое количество населения открывать такие дорогостоящие центры смысла я не вижу. Я не вижу такого смысла. Хотя, почему и нет, если бы это финансировалось бы из какой-то определенной отрасли, то, может быть, это и приобрело бы какой-то смысл у нас. Услуги репродуктивной медицины стоят дорого. Эти расходы вообще невозможно сравнить с официальными окладами в стране. ЭКО в зависимости от клиники обходится от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Одно дело, что это медикаменты, которые применяются, это рекомбинантные ФСГ, это дорогие препараты, они получаются из, из биологических материалов, для чего вам подробности. Вот, поэтому они очень дорогие, и на одну женщину уходит медикаментов порядка 150-200 тысяч на один цикл стимуляции. Вот. Кто-то отвечает хорошо на эту стимуляцию, это молодые женщины, у которых хороший авариальный резерв. Вот. А женщины возрастные, уже после 38-40 лет, они гораздо хуже отвечают на стимуляцию. Иногда бывает, что не отвечают на стимуляцию. Все зависит от возможностей организма. Вот. И часто бывает, что одной попытки ЭКО бывает недостаточно. На одну попытку ЭКО 30% положительных результатов, 30% только. Поэтому чаще всего нужно делать 2 и 3 попытки. У меня есть женщина, которая сделала 6 попыток, совершенно была разочарована, позвонила мне и сказала: все, я больше туда не пойду. И доктор мне тоже сказала: хватит, ты столько потратила уже средств, ничего у нас с тобой не получается. Я ей сказала: возвращайся сейчас же и скажи, что ты будешь идти до конца. И вот эта 7-я попытка принесла ей замечательный результат. И сейчас у нее дети уже большие, уже готовятся к школе. Искусственное выращивание людей, причем полностью здоровых, скоро станет реальностью, по крайней мере, по версии американских СМИ, которые в самых восторженных тонах пишут об эксперименте ученых из Филадельфии. До человеческих эмбрионов они пока не добрались, зато смогли вырастить 8 ягнят без каких-либо видимых проблем со здоровьем. Использовали специальное приспособление. Вот такое, с виду пластиковый мешок с жидкостью и трубками. На самом деле равноценный аналог овечьей утробы, где плод может получать все необходимые вещества для развития. В общем, многие специалистам уже аплодируют, но и тут не без нюансов. Главное, ягнята родились недоношенными. Будь на их месте младенец, он вряд ли бы выжил. А если бы и выжил, почти наверняка стал бы инвалидом. Так что на ближайшие годы альтернативы суррогатному материнству просто нет. Та же самая медицина предлагает сегодня людям, если они не могут выносить детей, да, то вот как этот процесс называется, суррогатное материнство. Да. И вот здесь мы тоже не смотрим на, вы знаете, как на рождение детей, да, так и на их дальнейшее формирование. Мы не смотрим вне контекста семьи.
То есть ребенок может потом всю свою жизнь нести вот это вот бремя того, что у него будут так называемые биологические родители и те родители, которые воспитывают и так далее. И поэтому это тоже очень серьезный вопрос. И что уж там говорить, и материнские чувства никто не отменяет, и даже если женщина согласна, да, или делает это, даже если делает это безвозмездно, тем не менее она все равно остается матерью. Суррогатного материнства в Абхазии нет. То есть суррогатное материнство – это на границе между медициной и юриспруденцией. То есть говорить об официальном суррогатном материнстве мы не можем. У нас нет никакой базы суррогатных матерей. И те люди, которые прибегают к каким-то там действиям, они не ставят в известность нас, если там как-то роды... Ну, во всяком случае, никакую юридическую поддержку в этом плане мы им дать не можем. Поэтому кто нуждается в суррогатном материнстве, они чаще всего, естественно, прибегают к помощи, во-первых, клиник, где проводятся это высокотехнологично, эти манипуляции. Вот. Ну и юридическую поддержку они тоже получают там же. Еще один аспект – это аспект того, что сегодня как бы право предоставляется стать матерью или отцом, да, вот репродуктивное так называемое право, тоже вне контекста семьи. Мы тоже этого поддержать не можем. То есть это скорее исключение, нежели правило, да. Мы не можем пойти на поводу современной медицины и сказать, что любой мужчина и любая женщина вне контекста семьи могут себе заказать и сделать и так далее, и так далее. Потому что нивелируется вообще само понятие в таком случае ценности человеческой личности и человеческой жизни. Если это не полная семья, то церковь тоже не может благословить обречь ребенка, он ни в чем не виноват, на существование или взросление в неполной семье. Почему он должен? Если там были какие-то на то причины, да, это другое дело, если это была семья и затем там, допустим, потеря одного из. Но если мы говорим о самом моменте зачатия, то мы не можем обрекать ребенка на формирование в неполной женщины, семье. которые скованы традициями и хотят завести ребенка, а выйти замуж не удалось ей. Я еще раз повторяю, что вот этот случай, в отличие от экстракорпорального, да, это скорее исключение. Его нельзя возводить в правила ни в коем случае. Это очень сложная тема. Вы знаете, эта тема даже сейчас еще не закрыта в Российской Федерации. Сейчас очень много идет дискуссий на этот счет. Кому принадлежит этот ребенок? Как это доказать в случае конфликтов? Поэтому мы совершенно еще не готовы к этой теме. Много мифов и относительно детей, которые родились благодаря ЭКО. Вот, например, одни из них. Искусственный ребенок, необычный ребенок, ребенок, рожденный в пробирке, ребенок, который сам в будущем не может иметь детей. Это самый распространенный из них, и ученые на эти восклицания могут возразить с помощью конкретных примеров. То есть никакой связи между тем, что ребенок родился с применением технологий, потом в ее жизни это совсем не обязательно, чтобы повторялось. Это будет абсолютно нормальное зачатие, нормальная беременность, если эта девочка будет здорова. Из 20% 10% бесплодия – это мужское. Иногда даже некоторые авторы дают больше. Мужское бесплодие очень представлено у нас в Абхазии. Есть такие хирургические заболевания, которые приводят к бесплодию. И чаще всего они достигают эффекта. Что касается сложностей с применением высоких репродуктивных технологий, во-первых, трудно людям прийти к этому. Я, может, не каждому встречному рассказываю о том, как у нас в семье появились дети, но друзья и родственники знают. Это стереотип о том, что дети искусственные постепенно изживают себя. Люди истают, интернет есть, и меня это
мало волнует. Главное, у меня теперь есть полноценная семья. Ради детей я была готова на все. Теперь у меня есть сын и дочь. Мне советовали взять на воспитание, но это для меня было неприемлемо. Не могла бы даже думать об этом. Чужая кровь, сложно чужого человека впустить в свою семью. Герои те, кто на это идут. Это по-настоящему сильные люди. Низкий им поклон. Но мне, видимо, сил на это не хватало бы. Хотя, если бы ЭКО не получилось, возможно, все возможно. Конечно. У кого-то это получалось с первой попытки, у кого-то со второй, у кого-то с шестой. Все эти люди, которые обращались к нам и которые выполняли все наши предписания, и которые не отчаивались, а из раза в раз вновь повторяли эти попытки, они практически все с детьми. У кого-то один ребенок, у кого-то сразу двойня, а у нас есть и тройни. Последние годы все меньше и меньше людей обращаются, потому что, наверное, во-первых, многие уже знают этот наш путь протоптанный, который мы когда-то протоптали. Они знают, куда обращаться, как. Может быть, едут и без нас уже. И это слава Богу, пускай будет так. Есть люди, разочаровавшиеся, потому что не могут выделить такие большие суммы денег. И они, к сожалению, разочаровываются, начинают искать, приходят, где нам взять ребеночка на воспитание и так далее. В этих вопросах самое главное — поддержка семьи. Важно, чтобы кто-то поддерживал морально, а этическая сторона вопроса, религиозная, я о ней не думала. А детей тоже не буду скрывать то, при каких обстоятельствах они родились. Религия должна помогать людям. Для меня дети — это был вопрос жизни и смерти, ни больше, ни меньше. Все эти мамы, которые решились на такой шаг, они счастливы, в их жизни появляется смысл. И, кстати, хочу сказать, что все эти мамы, которые здесь у нас в Абхазии решили прибегнуть к этому способу и родили себе детей, их очень хорошо, очень сильно и очень надежно поддержали семьи. Я не знаю такую семью, в которой женщина решила себе родить ребенка без мужа, где бы ее не поддержала семья. Я говорю о высоких технологиях, о другом, к сожалению, мы здесь сейчас говорить не можем, и предлагать это я тоже не собираюсь, потому что это из области морали, там очень легкая грань перехода от необходимости к распущенности, поэтому я сейчас не уполномочена об этом говорить. Наряду с радостью, которую приносит репродуктивная медицина семьям, которые столкнулись с бесплодием, есть и определенные риски для здоровья женщины. Стимуляция суперовуляции – это, конечно, очень агрессивный такой метод. Это не ерунда. Это действительно агрессивный, сложный метод. В женщине вводятся препараты очень сильные, гормональные. Есть такое тяжелое осложнение, как гиперстимуляция яичников. Если сразу наступит беременность после такой овуляции, то это опасно для жизни женщины. Не скрою, мы сами, я лично не каждому доверю такое дело, потому что любой наш неправильный шаг может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому, конечно, все нужно рассчитывать, насколько это возможно. Есть такие вещи, которые ты не можешь уловить. Мы же тоже не боги, правда? Мы много видели таких случаев, как только женщина начинает лечить бесплодие, у нее вдруг наступает беременность. Мы много видели, на самом деле, таких случаев, потому что я считаю, что женщина успокаивается, как-то она, как мы говорим, выключила мозги, не зомбирует себя этой темой, и все, и она... Наступает у нее вдруг беременность. Мы такое тоже видели. Мы видели такое, что женщина сделала ЭКО, родила ребенка, и потом у нее наступают регулярно беременности самостоятельные. То есть какой-то блок. Вы знаете, что медицина настолько пока еще не изучена. Мы знаем что-то, какую-то часть, что там происходит, но столько неизведанного. Мы не знаем, на каком этапе, где...
Почему происходят многие процессы в медицине? Медицина – это не паханное поле. И никогда на все вопросы ответ мы не получим. Никогда. Сколько бы мы ни жили, сколько бы мы ни работали, мы какие-то получаем сведения и пытаемся их использовать. Но белых пятен в медицине множество. Для поднятия демографии в республике в каждой семье, независимо от этнической принадлежности, не менее 3 детей. Не менее, независимо от даже благосостояния, скажем так. Могут мне сказать, что благосостояние тоже важно. Конечно, каждый родитель будет думать, на какие средства купить еду, или же, например, детей нужно тоже развлекать, или же дать образование. Я не говорю о высших учебных заведениях, просто даже дошкольное образование и школьное образование. Это же не говорит о том, что нужно его ребенка в детский сад отвезти, привезти, в школу то же самое. А хочется разные внешкольные какие-то образовательные кружки вводить, а это все платное. И поэтому многодетные семьи, я думаю, что они как бы родители от себя отрывают те или иные средства, а чтобы вложить в детей, они это делают. И поэтому все-таки нужно, чтобы, я считаю, что многодетным семьям нужно помогать. Вот то, что сегодня репродуктивная медицина предлагает, вряд ли это в массовом порядке сможет решить демографическую проблему, как мы ее понимаем, и как мы ее сегодня наблюдаем и ощущаем вокруг нас. Демографическая проблема в большей своей степени связана с институтом семьи, а не просто с репродукцией. Церковь испокон веков предлагала другое решение – усыновление или удочерение детей. И ведь это никуда не делось. Посмотрите, какое количество сегодня детей. Ну да, вот это противоречие человеческого общества, да. Есть пары, которые желают иметь детей и не могут этого получить. С другой стороны, огромное количество детей, которые нуждаются. Так почему бы не соединить эти два вот таких желания, да, и, ну, слава богу, это происходит, да, но это нужно поставить на такой очень серьезный уровень. А что касается достижений медицины, то мы, безусловно, мы поддерживаем, мы не стоим на пути прогресса. Мы приветствуем прогресс, мы приветствуем те решения, которые предлагает медицина. Но все же таки, с нашей точки зрения, первичен институт семьи. Надо обращать внимание на проблемы семьи, которые возникают у молодых, зрелых и престарелых пар. Это не имеет значения. Вот здесь кроется разрешение демографической проблемы.